Сегодня программа «Бызым АККМыс» приехала в администрацию Кольчугинского сельского поселения. И специалисты Государственного комитета по межнациональным отношениям и делам депортированных, а также представители администрации Симферопольского района ведут консультацию граждан. Я обходился до сего времени на... Гражданство, оформление недвижимости, социальные выплаты – вопросы, с которыми местные жители пришли на консультацию к юристам. Алия Асанова рассказывает, не знает, как получить права собственности на свой дом. Еще в 90-х, после возвращения в Крым из Узбекистана, ей выделили жилье как депортированной. Однако женщина вовремя не оформила необходимые документы. Теперь юристы посоветовали ей обратиться в суд. Кадастр отказывает на собственность перевести на меня именно лично. Сказали, что подать в суд и решить полностью доказать, что вы там живете и как бы собственники, и чтобы начинали на вас оформление дома. Эльмира Алиева около полугода назад переехала в Крым из Узбекистана. У ее родителей уже есть справка о реабилитации. Какими льготами теперь может воспользоваться ее семья и дает ли ей это право на получение гражданства, пришла выяснить у юристов. Муж получает РВП, и мои дети получают. Я не имею по ним права получать, пока они не получат гражданство, потому что не дают. Вот это очень тяжелый вопрос. Я вот хотела спросить, есть какие-то льготы? Нету. По словам жителей села Кольчугино, правовые вопросы на сегодня особенно актуальны. Мы только недавно вошли в состав Российской Федерации. Возникает очень много вопросов, на которые мы, к сожалению, не можем дать ответов, поскольку мы сами только начинаем входить в эту систему. У нас, и как у работников сельских поселений, так и у населения возникает очень огромное количество вопросов. И такие консультации помогут нам более полно выполнять свою работу, отвечать на вопросы граждан. Заведующая отделом правовой и организационно-кадровой работы и делопроизводства Госкомнадзора Алина Мамедова отметила, что цель этого проекта – помочь людям разобраться в их проблемах и подсказать правовой выход. Целью нашего проекта в первую очередь является повышение правовой грамотности населения. В основном, конечно, граждане обращаются по вопросам улучшения жилищных условий, выделения земельных участков, оформление правоустанавливающих документов на имущество, которое было получено ими, либо приобретено еще до 2014 года. Специалистами нашими даны исчерпывающие разъяснения. Некоторые вопросы взяли на контроль, по которым будем продолжать работать, ну и в дальнейшем максимально оказывать помощь. Самые интересные и актуальные вопросы, заданные на встрече с юристами, можно будет увидеть в правовой телепередаче «Бызым АККМыс» уже в следующий понедельник. Представители Госкомнадзора сообщили, такие выездные юридические консультации будут еженедельными. Следующая состоится в Саках. Время и адрес проведения можно узнать на сайте Госкомнадзора и в анонсах телеканала «Милет». Оксана Лобода, Эдем Исмаилов, телеканал «Милет».